И вопрос, которым задаюсь я и который задаю вам: куда делось то величие? Величие, которым мы так гордились когда-то. Величие, которое возвышало нас над другими народами. Что охватило нашу уму, что мы впали в такое бездействие? Что нас ожидает за нашу трусость перед теми, на кого разгневался Аллах, и перед теми, кто заблудился? Разве у нас не были быстрые конницы, которые бросались на преступных притеснителей? Разве у нас не были мужественные уверовавшие рабы, которыми мы гордились перед всеми на земле? Что же с нами произошло? Что же такого с нами случилось, что мы вот так остаемся, будучи довольными этим унижением? Это притеснение китайцев против нас. И вы это знаете, братья. Но все молчат. Мы продолжаем скорбить по Кудсу, двор которого оскверняет всякая нечисть, а по ночам в котором бывает безлюдно. Возможно, и вы хотите узнать так же, как и я, что же произошло. И ответ на это следующий. Посланник прямого пути. О, если бы мы по нему пошли и пребывали с Аллахом в груди, то никогда бы не проиграли. Посланник прямого пути. О, если бы мы по нему пошли и пребывали с Аллахом в груди, то никогда бы не проиграли. Так и есть. И я это говорю не скрывая. Все так и есть. Мы свернули с пути господина посланников и последовали за теми, на кого разгневан Аллах, и за заблудшими. И мы открыто объявили Аллаху войну, за что Аллах и унизил нас. Унизил после того, как мы были хозяевами на этой земле. Разве не из домов мусульман сегодня ночами доносятся звуки музыки и пения, в то время как мусульмане изранены во всех уголках земли? Разве не в домах мусульман эти экраны и всякие каналы творят, что пожелают? Разве не унизили и не оскорбили нашу честь потомки обезьян, крестопоклонники и язычники? Передаю эстафету в Сирию. Разве они не убили наших детей и не унизили наших стариков? Разве не оставили наших детей сиротами, а женщин вдовами? Разве не подвергли разрушению наши святыни и мечети? И несмотря на все эти унижения, наша умма продолжает терять себя. Несмотря на все эти унижения, наша умма продолжает пребывать разрозненной. Кто-то посещает ночные клубы, употребляя алкоголь, кто-то азартные заведения, будучи в окружении распущенных девиц и преступников. Наша умма погружена в ложные идеи и пораженческие решения. Наша умма скитается между деятелями искусств, средствами массовой информации и полным подчинением им. И все это после того, как нашим девизом было Аллаху Акбар. После того, как мы променяли лучшее на ничтожное. Послушай, да благословит тебя Аллах. Послушай, да хранит тебя Аллах. Харун, рахимахуллах, смог повести армию и покорить римлян, потому что за ним стояли тысячи из молодежи. Молодежи, которая ревностно относилась к своей религии и защищала ее честь. И он один не смог бы этого добиться без них. И он один не смог бы этого добиться без них. Так где же молодежь сегодня? Где же эти искренние рабы? Где те, которые покаялись, а затем держались прямого пути и действовали согласно своей вере? Сегодня наша умма как никогда нуждается в молодых юношах и девушках, которые гордились бы своей религией и держались бы крепко за свое вероубеждение, и гордились бы нашим славным прошлым. И клянусь Аллахом, клянусь тем, кроме которого нет иного Бога, в нашей умме все еще есть благо. И в нашей молодежи, в наших парнях и девушках все еще есть благо.